Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на февраль месяц 2020 год для водолеев. Сначала посмотрим, что нас ждет в феврале с помощью колоды Таро. Посмотрим по декадам. Посмотрим, что ждет в любви, отношениях, работе, финансах с помощью Ленорман. Ну и сначала, конечно, Таро. Первые 10 дней февраля выпадает карта четверка чаш. Вторая декада января выпадает десятка мечей. Третья декада, последние 10 дней месяца, выпадает маг, старший аркан. Теперь посмотрим, что ждет в отношениях, работе, финансах. Две карты на любовь, три карты на работу, на финансы и совет. Первые 10 дней у водолеев выпадает четверка чаш. А четверка чаш – это всегда дар, это всегда возможность, которую дает нам жизнь. Эта карта всегда обещает что-то необычное, то, чего мы не ждем. Из-за этого мы можем пропустить то, что нам дается, то, что нам предлагается. То есть нужно обращать внимание на свое чувство, да, на свои эмоции, которые будут нас направлять, да? Не нужно отказываться от того, что предлагает жизнь, сколько бы, допустим, это ни казалось вам подозрительным с точки зрения разума. Но, допустим, люди говорят, что это ерунда, вам не подходит, это вам не нужно. Или, допустим, вы сосредоточены на чем-то своем, на чем-то тем, что уже давно в вашей жизни есть, и просто не смотрите по сторонам и не видите ничего, что предлагает вам жизнь, другие люди. Вот здесь, конечно, может быть ошибка. Но если быть внимательным, то можно действительно очень хорошо продвинуться вот в плане получения каких-то очень важных благ для жизни. Это могут быть отношения. Это может быть проявление каких-то своих способностей, которые в дальнейшем могут превратиться в ваше дело по призванию, либо в финансовый какой-то источник. В общем, здесь действительно может быть что-то очень ценное и значимое, что вы можете вот долгие годы с собой пронести в себе внутри, либо это может прийти как что-то материальное, да, что будет радовать долгое время. Это могут быть друзья, это могут быть люди, которые могут помогать в деятельности, допустим, партнеры какие-то по работе. Это, в общем, все, что угодно, что нам в данный момент больше всего нужно. Теперь вторая декада, у нас здесь десятка мечей. То есть получается так, что новое в нашу жизнь пришло, должен же быть баланс, должно уйти старое, то, что уже мешает, то, что уже отжило, да? И не нужно, самое главное, за это цепляться. Десятка мечей – это карта, которая говорит о том, что какие-то будут изменения в жизни очень быстрые, резкие, но ненадолго. То есть очень быстро все закончится. Допустим, может уйти человек. Вы, допустим, долгое время вместе были, общались, дружили, и вдруг в один момент что-то происходит, и он уходит из вашей жизни. Очень как-то молниеносно, да, либо, допустим, что-то меняется в вашей деятельности, допустим, занимались одним, и вдруг вам нужно заниматься другим. То есть сначала вам дает жизнь возможность, а потом только уходит что-то лишнее. То есть все в жизни правильно, гармонично. Именно поэтому и нужно замечать то, что сначала нам дала судьба, да. Потому что если, допустим, мы это не возьмем, нам будет вдвойне тяжелее потеря. А здесь у нас как бы одно замещает другое, и это правильно.
В общем, все, что будет уходить, этому нужно радоваться. Вообще, десятка мечей – это завершение какого-то периода в жизни. Это может быть и в отношениях, это может быть и в деятельности, в обучении. Может быть приезд, допустим, домой, возвращение после учебы или после какой-то командировки, либо наоборот отъезд из дома и начало какого-то нового периода. В общем, здесь любые перемены, которые вот резко заканчиваются или резко начинаются, в любом случае это будет неожиданно. А теперь маг. Здесь карта говорит о том, что все в наших руках. Третья декада месяца, она будет действительно очень значимой для будущего. Посмотрите, как здесь мудро все происходит в вашей жизни. Сначала дается вам дар, возможность, уходит все лишнее, и потом уже у вас есть возможность начать новый период, очень важное для вас что-то. Здесь может быть новые какие-то возможности в отношениях, обновление отношений. Да? Здесь может быть новый партнер для тех, у кого нет еще пока партнера. Новое дело, новый проект, новый финансовый доход. В общем, все, что только может быть. Может быть, знаете, вы поймете, как свои таланты превратить в деньги. Как научиться владеть словом своим, да, как воздействовать, допустим, на себя же, да, когда мы хотим что-то сделать, нам иногда приходится с собой договариваться, да, то есть вот здесь человек один и никого больше нет, то есть мы очень часто как бы потакаем себе в каких-то слабостях, а сделать что-то стоящее нам трудно, да, и вот здесь вот есть как раз возможность такая, что мы самые лучшие какие-то свои побуждения можем проявить, а какие-то скрытые желания, они могут тоже у нас материализоваться, то есть желание и есть возможность для того, чтобы его исполнить в любой сфере. Давайте теперь посмотрим для водолеев отношения. Выпадают карты лилии и корабль. Теперь для тех, кто имеет пару, здесь есть возможность действительно отношения сделать очень как бы возвышенными, чистыми, основанными на уважении друг друга, на дружбе. То есть действительно есть возможность обновить как-то отношения. Скорее всего, это связано вот с праздниками, потому что здесь День Святого Валентина, 23 февраля. И действительно, скорее всего, мы будем стараться все самое лучшее в своих чувствах отдавать своему партнеру, и отношения улучшаются. Кроме того, они могут перейти на какой-то новый уровень. Да? Допустим, вы, может быть, встречались и не были в браке. Может быть, захотите заключить брак. Или, допустим, здесь какая-то перемена важная в жизни может происходить. Допустим, кто-то станет родителями, там, бабушками, дедушками и так далее. То есть то, что в вашей паре происходит, оно как бы перемена вот это без изменения в обратную сторону. То есть это заслуженное что-то, то, что действительно приходит и остается в нашей жизни уже как бы вот таким вот обновлением. А теперь корабль для тех, кто ищет партнера. Замечательная возможность по судьбе встретить человека совершенно неожиданно. Ну, то есть вы ждете, конечно, подсознательно, но в любой момент он как бы может появиться. Для вас это все равно будет неожиданностью, но это будет все равно вовремя, это все равно будет по судьбе. Кстати, этот человек может для вас действительно открыть новый мир, новую жизнь. Может быть, это будет человек из другого государства, и вы можете, допустим, переехать или просто как бы иметь возможность ездить, как-то расширить свои горизонты. Да? В общем, здесь действительно для вас открываются какие-то новые возможности, новые интересы, и вы совершенно другим человеком становитесь. У вас появляются новые цели, новые желания. Здесь намного все сильнее меняется, чем вот та жизнь, в которой вы раньше жили. Давайте теперь посмотрим работу. Работа для водолеев, для тех, кто занят стабильной деятельностью, выпадает карта развилка.
Скорее всего, придется принимать в этом месяце какое-то важное решение, то ли продолжать деятельность привычную, то ли, может быть, выбирать какое-то новое направление. Либо это вообще другая работа, может быть, вам предложена, либо, может быть, здесь какое-то повышение, да, или еще что-то в пределах той же самой работы, но, может быть, новая должность. Либо у вас совершенно новая работа здесь появляется. Потому что здесь у нас право-лево, да, здесь вот вообще крутой такой поворот у вас может произойти в деятельности. Но смотрите, у вас очень много возможностей, очень хорошая поддержка и как бы стабильность на долгие годы. Куда бы вы ни пошли, сюда или сюда, то есть какое бы решение бы вы ни приняли, все будет, ну, как бы вас радовать. Но, скорее всего, вот крутой поворот для вас предпочтительнее, потому что, во-первых, вы можете использовать весь свой опыт, который получили, и у вас здесь какая-то совершенно новая жизнь, то есть более яркая такая. Просто если вот с этой точки зрения рассуждать, то, конечно, тогда для вас это предпочтительнее. Для тех, кто ищет работу, опять же, дерево у нас, тут у нас одна природа, да, на работе. Дерево – это значит действительно какой-то переход на более высокий уровень в деятельности, руководящая должность, работа на дому, может быть, вы давно этого хотели, какое-то прочное положение вы занимаете, может быть, руководящую должность. Карта, которая связана с каким-то творческим таким подходом в деятельности. Карта перемен, обучения, расширение горизонтов, поездок, какого-то нового мировоззрения, новых убеждений, мудрости, умение сотрудничать с другими людьми. То есть действительно очень хорошие возможности открываются в этом месяце для водолеев. И для тех, кто уже имеет свое дело, замечательная тут возможность получения каких-то доходов, новые клиенты, новые возможности, удача, прекрасное взаимодействие внутри компании, с клиентами, согласие с самим собой, возможность роста, укрепления, работы на дому и так далее. То есть, ну, замечательные просто возможности у водолеев в деятельности в этом месяце. Финансы. В финансах тоже все очень стабильно. Карта башни говорит о том, что могут приходить очень большие, высокие такие доходы. Может быть получен кредит, ипотека и так далее вот на недвижимость. Какие-то могут быть подписаны документы с государственными учреждениями, с банками. В общем, здесь могут быть и деньги чужих людей приходить. Да, может быть деньги от продажи недвижимости, на покупку недвижимости и так далее, и так далее. То есть здесь действительно очень серьезные какие-то доходы, которые связаны, может быть, с влиянием на многих людей даже, не на вас только. Может быть, это и действительно то, что закладывает ваше будущее, вот именно в финансовом плане. Но, знаете, карта говорит о том, что вы вот заслуживаете этого доверия, вы заслуживаете того, что получаете. Теперь совет. Совет гора для водолеев на месяц. Гора говорит о том, что, скорее всего, придут какие-то, может быть, испытания в этом месяце, и вам нужно будет их с достоинством пройти. Но для того, чтобы у вас действительно все правильно прошло в этом месяце, вам нужен ориентир обязательно. На что, к чему вы стремитесь, куда вы идете. Вам нужно обязательно иметь такой гибкий подход. Вы должны понимать, когда нужно идти напролом, да, когда нужно обойти. И вообще вот здесь карта у нас личностного роста. Обязательно он должен быть в феврале, только тогда все будет благополучно. А карта неожиданных ситуаций, карта защиты, поддержки, карта денег, карта покровительства. Очень вот хорошая возможность для водолеев. То есть как совет, это значит, что вы будьте покровителем и принимайте покровительство. Вы растите, вы развиваетесь. Вы стараетесь быть таким вот сильным, да,
в каких-то сложных ситуациях оставаться собой, внутри оставаться человеком как бы верных принципов и так далее. То есть действительно здесь очень мощная карта поддержки и развития. Друзья, прекрасной вам недели, прекрасного вам февраля желаю. Желаю, чтобы все самые лучшие рекомендации исполнились, и чтобы вокруг вас всегда были самые близкие, родные, любимые люди. Всего вам доброго, до новых встреч!